Добрый вечер, приветствую всех на канале Реалити. У меня сегодня в гостях заместитель главы партии «Правый сектор» Василий Лобайчук и советник главы партии по экономическим вопросам Вячеслав Лебедь. Приветствую вас, друзья. Здравствуйте. Вітаємо. Сегодня я вас позвал, мы уже давно договаривались обсудить, уже больше недели собирались провести нашу встречу. Спасибо, что уделили время, согласились ответить на мои вопросы. И сегодня я вас позвал в связи с событиями, которые происходят в Украине, в связи с принятием СНБО, внесением чеченцев из батальона имени шейха Мансура, из батальона Крым, там есть один человек внесен в список, и другие чеченцы, которые не входят в батальон, но являются и врагами, и оппонентами, скажем так. Кто-то воевал против России и нашел себе вторую родину в Украине, убежище в Украине, у которых там и дети выросли, и в университетах учатся, и родились там дети у некоторых из них. И вот в связи с этим у меня вот возникает очень странное ощущение, да, когда одно дело, когда Украина, это было такое, выдавала чеченцев, когда мы воевали, наших бойцов, меня, будучи адвокатом, еще работая в Москве, я приезжал в Украину, и меня не пускали в Украину только лишь из-за того, что я чеченец, это было очень давно. И тогда это еще как-то можно было понять, да? Украина шла в фарватере России, всех запугивали ужасными чеченскими террористами, исламистами, и как-то это можно было объяснить, да? Ну, сейчас, когда уже погибло более 15 тысяч украинских граждан оккупированной территории, вот сейчас это очень трудно назвать другими словами, кроме как вредительство, или не хочу таких громких слов, как измена, предательство и так далее. Первый вопрос я хотел бы задать Василию. Василий, что вы думаете вот с этими событиями, с внесением в список? И при всем при этом дополню, и мы знаем, ну не то что знаем, я абсолютно убежден, скажем так, что есть агентура чеченоговорящая в Украине, и ни в коем случае не идет речь о ней. Да? Речь идет о людях, которые не являются агентами, даже если они совершили преступление. Хотя их не так уж и много, даже в этом списке, которые совершили преступления на территории Украины. И они просят: накажите нас тут. Дайте нам право защищаться в суде, как всем людям в Украине. И если мы виноваты, мы готовы нести. Это соответствует и праву, и морали, в принципе. Василий, что вы думаете по этому поводу? Что ты думаешь по этому поводу? Добрий вечір. Добре. Ну, я думаю, що буде логічно, якщо я десь повторю багатьох людей, які вже були на ваших ефірах, бо фактично я трохи слідкую, скільки є часу, звісно. Тому якби нічого нового не скажу, якщо я підтверджу фактично ставлення активного українського такого прошарку, активного громадянського нашого суспільства, в тому, що навіть якщо реально є якісь претензії з точки зору закону до людей, які незалежно чи це чеченці, чи взагалі інші громадяни інших держав, які воювали зі зброєю в руках за Україну, то ті люди повинні, навіть у випадку, якщо вони вчинили якісь проступки, вони повинні нести покарання тут в нас в державі. Ні в якому разі нікому їх не можна видавати, а тим паче Росії, тому що цілком логічно і зрозуміло, що видані в Росію люди, вони будуть фактично піддані тортурам і будуть знищені там. Тому, власне, ми проти таких речей. Звичайно, як тільки почалась, скажімо, це не остання, я так розумію, історія, і це не перша історія, на жаль, саме оця з рішенням РНБО,
то, звісно, ми за цією ситуацією спостерігаємо. Ми там не робили якихось гучних там заяв, але, власне, ми розуміли, що треба бути готовими до того, щоб в будь-який момент проводити різного акції, заходи, аби не допустити того, щоб справді бійців, які зі зброєю в руках воювали пліч-опліч з українцями, аби їх видавали в Росію. Я переведу, Коротко, если можно. То есть речь идет о том, что, конечно же, правый сектор очень негативно ставится к тому, чтобы чеченских граждан без суда и следствия как бы вносили в различные списки, да, не давая защититься. И кроме того, ну, вот это не впервые происходит с иностранными гражданами, когда защитников, ну, нашей страны, которые воевали, ну, вместе с нами, плечом к плечу, пытаются выдать, ну, в принципе, стране-агрессору Российской Федерации, где, ну, ничего хорошего, по сути, их не ждет. Ну, и даже если они сделали какие-то преступления, то они должны, безусловно, только в Украине, в соответствии с порядком, общим порядком, как для украинцев, собственно, проходить расследование, суды, если вдруг даже они были, потому что, по сути, не факт, вот я добавлю от себя, по сути, не факт, даже украинские активные граждане судятся, ну, их обвиняют в различных обвинениях, вот, добровольцев и военнослужащих, ну, абсолютно голословно на самом деле. То есть это касается даже украинцев. Безусловно, вот, я бы сказал, это хамское отношение к побратимам, ну, которые воевали вместе с нами. Это очень несерьезное отношение. И правый сектор категорически против, и мы, конечно же, не делали каких-либо официальных заявлений, однако мы мониторим ситуацию, и, безусловно, если это будет продолжаться в такой формат именно отношения власти к собственным защитникам, то, безусловно, будем вмешиваться каким-то образом. Да, спасибо большое. Я знаю, что очень большую поддержку со стороны националистических кругов, части общества, патриотической части общества Украины высказали свою поддержку Муслиму Чеберлоевскому батальону. И большое вам спасибо. Дякую, дуже дякую за то, что вы делаете. И только что я сейчас общался с Гарри Табахом, вот перед нашим стримом, записал с ним интервью, и он это называет ничем иным, как подрывом обороноспособности, безопасности Украины, так как дух – это самое главное, да. А я вот могу вам рассказать вкратце свою историю. Я выехал из России сюда, в Германию, для того, чтобы после того, как начались вот события в Крыму, война против Украины началась, и целиком и полностью все чеченцы, большая часть чеченцев поддерживают вашу справедливую, благородную борьбу за свою свободу и независимость. И вот такие эпизоды, как в позапрошлом году выдача Тимура Тумгоева при президенте Порошенке, при Порошенко это было, эти вещи очень сильно подрывают нашу веру. А вы, страна, которая была слабее России, можете выстоять только духом. Только духом мы смогли выстоять против России. И когда вот у нас начались нехорошие вещи внутри нашего общества, в первую очередь, я вижу и в этом причину, то вот тогда народ просто перестал поддерживать своих защитников, и сопротивление, ну, стало не таким единым, и Бог отвернулся, скажем так. Бог отворачивается от вещей, которые не угодны Богу. И вне зависимости от религии, я считаю, что это так. Но есть другая сторона вот этого вопроса. Чеченцы, которые вот тот же Муслим Чеберлоевский, они сдерживали. Когда выдали Тумгоева, перед Генеральной прокуратурой вышли люди, большое количество людей тогда вышло поддержать чеченцев. И
Муслим успокаивал людей, говорил, мы хотим спокойно, мирно разобраться, да, хотя люди негодовали, заступались за чеченцев, он их успокаивал. И сейчас я получаю информацию, что подождите, давайте не будем спешить, говорит Муслим. И это связано вот с чем, мне кажется. Не произойдет, не хотелось бы, чтобы детонатором каких-то событий в Украине, за которые мы боимся, чеченцы, наверное, больше, чем вы. Потому что в случае проигрыша Украины, как сказал Джохар Дудаев, солнце свободы зайдет со стороны Украины. Так вот, это солнце может не взойти и накрыть таким мглой на неопределенное время, чего бы мы не хотели бы, да, освободить свою страну. Поэтому каждый шаг, каждое слово, которое мы говорим в поддержку Украины, мы сперва это делаем, посмотрев, не навредим ли мы Украине, так как для нас очень важна ваша победа. Мы находимся в худшем положении, чем вы. Наша вся страна оккупирована, у вас только часть она оккупирована. Мы потеряли 30% от своих граждан погибшими. Это колоссальная потеря для нас. Но мы не отчаиваемся, конечно же, и смотрим оптимистично вперед. И вот, знаете, в чем вот мое опасение, о чем я думаю, не послужит ли вот детонатором вот эта чеченская тематика, а потом чеченцы окажутся крайними. Вот в чем дело, потому что ведь не только же вопрос в чеченцах в Украине. Я только что перед началом интервью с Табахом посмотрел вчерашний ролик на настоящем времени и украинских журналистов проект, как президент Зеленский, аппарат президента встречается с олигархатом, хотя об этом много раз говорилось до выборов и уже после выборов, что олигархат будет отодвинут от власти, и он будет не влиять на власть так сильно, по крайней мере, как он влиял при Януковиче и, возможно, даже при Порошенко. Как вы видите эту ситуацию? Кроме чеченцев, есть ли еще проблемы в украинском обществе, за которые следовало бы президенту изменить немного вектор своей политики? Ну, Василь, дуже вам обширне, але я попробую відповісти. Насправді тут важливо дуже так уважно розділяти з одного боку суспільство, тобто націю, з іншого боку владу, яка дуже часто не відображає, власне, позицію нашого суспільства. Бо все ж таки олігархат, який ви згадали, він має ключовий і визначальний, поки що ключовий і визначальний вплив на нашу політику. Тобто олігархи фактично вирішують, хто в нас буде президентом, і, власне, олігархи формують склад Верховної Ради. Голосування, звичайно, воно відбувається, але люди, які йдуть голосувати, вони вже фактично на момент голосування зазомбовані засобами масової інформації і ведуть не просто інформаційну роботу, а вони ведуть пропагандистську роботу в інтересах отих всіх олігархічних кланів. Частина цих олігархічних кланів, вона стала якраз за рахунок бізнесу з Росією на питанні газу, нафти, ну і багатьох інших ресурсів, власне, на яких Росія допомагала цьому олігархату фактично там в 90-х, на початку 2000-х рости. Я продовжу, я думаю, мабуть, Славко хай перекладає, тому що... Да, конечно, надо как-то по пару абзацев. Очень обширные вопросы, и, конечно же, тяжело ответить. Но прежде всего необходимо разделять украинское общество от украинской власти. Дело в том, что текущая власть, не только текущая, в принципе, власть, она не совсем отображает позиции, которые есть, в общем-то, в обществе. То есть олигархат, да, безусловно, в Украине имеет самое, я бы сказал бы, мощнейшее влияние на нас, да, олигархическая система в Украине, она известна. И, конечно же,
именно олигархи у нас формируют эту власть. То есть, по сути, и президента, и большинство в Раде – это, безусловно, ставленники олигархов, там, куклы в какой-то степени. И когда проходит голосование в Украине, оно вот не совсем вот демократическое, оно похоже на демократическое, но как бы не есть им, так как по факту СМИ, все СМИ принадлежат у нас олигархам, СМИ занимаются исключительно пропагандой в пользу олигархов, и в результате выборы проходят из марионеток, ну, партий, проектов, даже у нас нет партий, проектов олигархических, и по факту, ну, это такая профанация легкая, а не демократия. И, в общем-то, тут в чем проблема? Олигархические кланы, которые есть, они, в общем-то, начали свое начало, ведут от торговли с Россией, прежде всего, это схема с газом, с нефтью, с бензином и так далее. И, безусловно, олигархат очень тесно связан с Россией, и именно поэтому надо понимать, что их ставленники, и Зеленский, и почти вся Рада, это ставленники олигархов, они, безусловно, подыгрывают своим бизнес-партнерам в России, которые находятся. Вот, кстати, частично это и поясняет некую проблематику. Звідси, відповідно, зрозуміло, що маючи такі важелі впливу в Україні, як певні зав'язки на оцих олігархів, зрозуміло, що Росія може просувати в тому числі і різного роду списки на засідання Ради національної безпеки і оборони, яка, я вважаю, в більшій мірі, звісно, діє в інтересах суспільства, тобто в інтересах нашої держави, але, власне, отакі диверсії, як з бійцями батальйону Шейха Мансура, і це, я переконаний, не останні диверсії, такі диверсії в нас є, на жаль, поки що ще можливими. Плюс, звісно, там корупція теж має, несе певні наслідки, тобто, умовно кажучи, я і не виключаю, що хтось міг ці списки просувати, в тому числі і за рахунок якихось брудних там кримінального походження грошей. Вот отсюда понятно, что так как связи олигархов с Россией, они очень тесные, то Россия в том числе через олигархов может именно внедрять, да, то есть может ставить различные списки, да, и в списки вставлять не только людей, которые действительно являются угрозой для украинцев, да, и на пользу, и это делается на пользу Украины, но и также вот включать в том числе чеченцев, да, неугодных людей, которые воевали за нас, то есть это бойцы прежде всего. Ну и также есть коррупция, нельзя забывать, что она в Украине очень сильно развита, и потому, в принципе, за какие-то коррупционные составляющие в списке может попадать, скажем, конкуренты, либо неугодные люди, то есть, да, за деньги. Тому ми, власне, як націоналісти, розуміємо, що тільки націоналісти при владі зможуть, власне, по-перше, будувати державу, яка буде на всіх фронтах відстоювати свої власні інтереси, а також тільки при українській націоналістичній владі ми зможемо налагоджувати взаємовигідні стосунки між нашою нацією і між, власне, чеченцями або іншими поки що поневоленими Росією народами. Ну, именно поэтому мы, как националисты, считаем, что исключительно националисты, которые находятся в власти, могут эффективно защищать интересы народа, также выстраивать хорошие отношения с чеченским народом, но и не только с чеченским, а также другие оккупированные по факту народы, которые есть в Российской Федерации, да, это тюрьма, большая тюрьма народов, и помогать им и выстраивать хорошие отношения в будущем. Ну і в підсумку відповіді на це таке обширне питання, я вважаю, і, власне, наша організація так вважає, що ніякого спокою на нашій частині земної кулі не буде до того моменту, поки Росія як імперія не буде знищена.
Ну и как итог, мы считаем, что никакого спокойствия и порядка в мире не будет до тех пор, пока империя, Российская империя, как, в общем, тюрьма народов, не будет уничтожена. И, в принципе, мы все этого ждем. По большому счету, вот если чуть добавить от себя, экономические проблемы, санкции, внутреннее неспокойствие, в том числе рост национального понимания у многих народов. Я вот читал, у тувинцев это возникает, у татар, ну, безусловно, чеченцы, там, дагестанцы и так далее. В общем-то, есть все основания считать, что последняя империя, которая существует на планете, все же рухнет и повторит судьбу всех своих предшественников. Полностью с вами согласен. Это основной мой тезис, что и Украина, и Чеченская республика, Ичкерия, и все остальные могут быть свободными только после того, как империя перестанет быть империей. И как сказал американский профессор Пол Гоббл, что Россия будет соблюдать международное право, если в ясный день со стен Кремля будет видна граница России. Только в этом случае она будет соблюдать международное право. И в связи с этим возникает очень важный вопрос, который я собирался вам задать. И раз мы затронули эту тему, задам его сейчас. За все это время, вот, скажем так, настоящей независимости, с 2014 года ее можно таковой уже считать, хотя вы были независимы и выросло целое поколение, как известно, вы молодые люди, Василий, по-моему, 90-го года, если не ошибаюсь, и как раз в тот год ты родился, Василий, когда вот этот совок разваливался и парад суверенитетов, так называемый, произошел, и Чеченская республика тогда получила права союзной республики. И благодаря вот этому закону, принятому в 90-м году, мы смогли выйти. Еще существовал совок, и мы были теми, кто наравне с другими вышли из состава Советского Союза и создали свою потом уже Чечено-Ингушскую республику. Потом уже ингуши предпочли остаться в составе России. Но это уже другая история. В связи с этим мы обращались в парламент, мы пытались как-то коммуницировать с вашим парламентом, с Верховной Радой. И не видим никаких шагов нам навстречу, никаких реверансов. Помню, были такие моменты, началось, что вот там крымские татары собирали казанских татар, российских татар, и пытались как-то эту тему, Рифат Чубаров как-то поднимал, говорил об этом. И вы страна, большая страна, в Европе одна из самых больших стран по территории и потенциала, без преувеличения. Какую работу, то, что власть не проводит, это я понимаю, какую работу проводит правый сектор или националисты, патриоты, и собирается проводить в этом направлении, чтобы коммуницировать и помогать, скажем так, уничтожить этот совок изнутри. Совок я называю его, потому что, в принципе, к совку все уже вернулись. Есть ли такая работа, есть ли такие планы вести такую роботу? Ну, знову ж таки, варто розмову вести, пам'ятаючи про те розділення, про яке я сказав, що одна справа – це влада, інша справа – це активна частина суспільства, і, власне, до якої ми відносимо себе. Я не можу сказати, що станом на сьогодні в нас є якісь там величезні здобутки на розширення, скажімо, нашої діяльності за межі нашої держави, бо все ж таки від 2014 року ми живемо у війні, і, власне, правий сектор – це фактично єдине добровольче формування, потужне, боєздатне з'єднання, яке до сьогодні на фронті. Всі інші структури добровольчі, вони станом на зараз вже інтегровані в державну систему оборони. Тобто вони увійшли в склад армії або там Міністерства внутрішніх справ.
Правий сектор до сьогодні діє виключно в координації з армією, але як незалежне формування. Опять же, необходимо вести беседу, разделяя власть и активную часть населения в Украине, к которому мы себя, собственно, тоже относим. Мы не можем говорить про серьезные достижения за пределами нашей страны, так как у нас идет, вообще-то, война, и правый сектор — это фактически единое, это реально единое добровольческое объединение, которое не вошло в состав вооруженных сил, либо МВД, то есть мы до сих пор остаемся добровольцами независимыми, без финансирования, сами собираем, у нас уходит очень много сил и усилий на поддержание наших, собственно, действий по защите территориальной целостности и суверенитета. И вот, собственно, потому говорить о том, что какие-то достижения есть именно вот в этом вопросе и в этом направлении, либо активные действия, пока сложно. Можу продовження сказати. В нас є дуже чітка програма. Основна її частина опублікована в нас на сайті в відкритому доступі. Вона є українською, є англійською, двома мовами. Тобто, кому якою зручніше, можна ознайомлюватися. І, власне, в нас є плани також і на майбутнє продовжувати те, що робили фактично наші попередники в 40-х, 50-х, 60-х роках після завершення Другої світової війни. Нашими попередниками, націоналістами, було утворено так званий антибільшовицький блок народів, в який входили представники різних, в основному поневолених народів, і ця організація вела потужну діяльність по всьому світу проти Радянського Союзу. В продолжение можно отметить, что у нас есть программа на нашем сайте правого сектора, она есть на украинском и английском языках. Каждый заинтересованный, в общем-то, может ознакомиться с ней. И, безусловно, у нас есть планы на будущее. Прежде всего, это идти по пути наших попередников, по пути того, что делали националисты украинские в 50-х, 60-х годах. Они тогда создали антибольшевистский блок народов. Это организацию, в которую входили представители, прежде всего, оккупированных территорий Российской Федерации, которые были в СССР. И, собственно, эта организация действовала на всех фронтах, то есть на Западе, прежде всего, лоббируя и интересы тех народов, которые оказались в составе СССР. Тому, власне, продовжуючи боротьбу, фактично, як і чеченці, так і українці, ми продовжуємо боротьбу з Московською імперією більше 300 років вже. І, власне, саме головне, в принципі, про це і неодноразово вже сказано, саме головне – не дати їм зараз зламати Україну. Ми дуже чітко розуміємо, що в певній мірі там ці всі міжнародні якісь речі, вони не дають Росії можливості там продовжувати якусь там наступальну свою роботу, дуже активно вести боротьбу свою збройну на Донбасі, але ми бачимо, як вони, власне, пробують Україну хитати зсередини, тобто вливаючи величезні, колосальні ресурси в політику в Україні. Тобто в Україні утворені як партії, так до недавнього часу і станом на сьогодні ще є частина засобів масової інформації з потужним впливом, з багатомільйонними аудиторіями, які, власне, ведуть свою діяльність в інтересах фактично країни-агресора. І тому, власне, нам дуже важко, але я переконаний, що наші сьогоднішні малі успіхи, вони призведуть в майбутньому до нашої перемоги, а отже і нададуть фактично
більше шансів на здобуття в майбутньому національної держави Чеченської Республіки Ічкерія, в якій, власне, чеченський народ буде забезпечувати самостійно собі свободу, справедливість, добробут, власне, порятувати життя за тими законами, за якими, власне, ви будете вважати за доцільне. Поэтому, как и чеченский народ, да, который ведет борьбу, украинцы ведут борьбу с Российской империей уже более 300 лет, фактически это непрерывающаяся такая борьба. И мы понимаем, что те международные санкции, которые были введены, они не позволяют России действовать напрямую путем прямой агрессии, там, ведением танков и так далее. Однако агрессор избрал иной путь, то есть они вливают огромное количество денег у нас в политические партии, то есть целый ряд партий есть пророссийские, которые финансируются напрямую Кремлем, а также через СМИ, то есть огромное количество СМИ фактически работает на Россию, и вот здесь промывают мозги. То есть народ на самом деле разделен сейчас 50 на 50. Я бы сказал, часть пророссийская, она существенна. Кстати, пророссийская часть, она под влиянием античеченской пропаганды, которую ведет Российская Федерация. Это также надо учитывать. Она не только против правого сектора ведется, но, собственно, и не только против националистов, но, собственно, против и чеченцев. И это надо учитывать. И потому мы считаем, что как бы наша победа, которую мы проведем, которой, я надеюсь, я не надеюсь, я уверен, будет, она поможет не только стать Украине как нормальному государству, но и, безусловно, приведет к тому, что те народы, которые сейчас находятся в составе Российской империи, фактически под гнетом Российской империи, включая чеченцев, это будет важный, скажем так, элемент для обретения независимости и свободы. Соответственно, и это позволит этим нациям, собственно, строить свои государства на основании тех законов, тех традиций, тех обычаев, которые они считают за необходимым, собственно, внедрять всегда. Так, очень интересно поворачивается у нас беседа. Обязательно вернемся к батальону и к чеченцам, которых внесли в список. Но у меня еще возникают к вам вопросы в связи с этим. Как известно, националисты – это такое понятие растяжимое, да, это может быть какой-нибудь русский быдловатник в Марьино на митинге, это может быть очень солидный, очень уважаемый и любящий свою страну и не ненавидящий других людей и народов. То, что наша беседа вообще в принципе состоялась, и вы заступаетесь за мусульман, чеченцев, это уже как бы говорит о многом. И хотелось бы услышать и от вас, что вы вкладываете вот в свой патриотизм, свой национализм. Можно ли будет проживать мусульманам, чеченцам, иудеям, другим русским проживать на территории Украины? Будут ли у них такие же права? Или же, как их пропаганда говорит, каждому украинцу по 2 раба, и так это будет? Василий, тебе слово. Чтобы вы вот одну секунду не путали нацизм и национализм, потому что вот те вещи, которые вы говорите, да, там смогут и проживать там люди других национальностей, другого цвета кожи, других религий, это я прекрасно понимаю. Да, я это, чтобы вы это сказали, так как много спекуляций насчет вас и насчет визитки Яроша, и насчет ваших разных нехороших действий против Великой России и так далее. Хотел бы услышать ваше мнение. Тут, власне, я якраз дуже добре, що я маю і книгу за собою. Це збірник праць і фактично за мною ще і портрет Степана Бандери, якого дуже боїться Росія до нинішнього дня, хоча цей славний чоловік вже більше 50 років як вбитий.
От, ну, як і багато славних синів українського, інших народів і вашого народу. Тому що він був символом боротьби і спротиву цій московській окупації в той час. От, і власне Степан Бандера дуже чітку формулу заклав, і ми її дотримуємося. Тобто в нас є три ставлення до неукраїнців, тобто до представників інших національностей. Вороже ставлення тут, я думаю, зрозуміло, до всіх тих, хто власне не визнає наше право на свою державу, тих, хто власне протидіє нашим устремлінням до державного утвердження, і звісно, першочергово вороже наше ставлення до тих неукраїнців, які приходять зі зброєю в руках ну, на нашу землю, скажімо так, тобто це до окупантів. Незалежно від походження, від віросповідання, якщо людина прийшла зі зброєю, вона ворог і вона має бути знищена або вигнана з нашої землі. Толерантне, скажімо, або швидше нейтральне, назвемо ставлення до тих неукраїнців, які, власне, не мають нічого проти, тобто не чинять ніякої шкоди, але хочуть навіть, наприклад, можуть проживати в Україні. І дуже багато неукраїнців, в принципі, і проживає в нашій державі, і ніяких проблем станом на сьогодні наша держава для цих громадян ну, не створює. І, звісно, побратимське ставлення, тобто дружнє, привітне, максимально, скажімо так, готові до співпраці з тими неукраїнцями, які допомагають нам, і ми спільно ведемо боротьбу за нашу свободу, і в тому числі і за вашу свободу, фактично, і за державне утвердження, власне, нашого народу на нашій землі, яка, власне, у нас залишилася за рахунок цих всіх історичних обставин, власне, і боротьби наших предків. От таке наше ставлення до неукраїнців. Тому, власне, в майбутньому, так як ми дійсно, як правильно наголосив Славко, ми не шовіністи, бо це шовіністи, якби, намагаються утверджувати своє за рахунок чужого. Тобто утверджувати Росію за рахунок ненависті до всіх навколо, і в тому числі навіть до свого населення. А в нас цього нема, в нас фактично боротьба виходить з позицій за, тобто ми за українську самостійну соборну державу. Перекладай слово. Тут, собственно, покажи еще раз, тут, собственно, имеется книга Степана Бандеры. Это человек, которого боится Россия, хотя он уже более 50 лет убит, в принципе, он был символом борьбы, но еще он был идеологом в конечной степени украинского национализма. Степан Бандера выработал формулу, как мы, украинские националисты, относимся к неукраинцам, собственно, в Украине. Она состоит, в принципе, есть три отношения к неукраинцам. Враждебное, это враждебное ко всем иностранцам, ну, ко всем неукраинцам, кто не признает нашего права на независимость и суверенитет, или тех, кто пришел на нашу землю с оружием в руках. Здесь не важно, какой он, не религии, какое вероисповедание, какой цвет кожи, это не важно. Пришли с оружием к нам, и мы ставимся, соответственно, вражеские. Нейтральное отношение у нас ко всем тем, кто не мешает, в общем-то, нам жить. Да, они могут здесь жить, там, растить детей, там, быть гражданами и так далее. Если они ничего как бы против, ну, не имеют наших прав на наш суверенитет, то, ну, отлично, пусть живут и живут как в нормальной стране. Ну и дружеское отношение. Дружеское отношение ко всем тем неукраинцам, которые помогают нам в борьбе за нашу свободу и независимость. И, в общем-то, ну, и за нашу, да, независимость. Это отношение как раз у шовинистов такое, что они пытаются, скажем, самоутверждаться за счет ненависти к другим народам. То есть у нас, конечно же, такого нет. Чуть добавлю, украинские националисты, это мы вообще не рассматриваем, по большому счету,
другие нации как неполноценные, да, то есть мы рассматриваем, что все нации, они имеют право на существование, могут развиваться, как они хотят, и, безусловно, как бы нет никакого отношения, что мы там лучше, кто-то хуже, это неправильно. І право на свою державу, що важливо. Безусловно. Тобто кожна нація має право на свою державу. Либо как минимум на автономию, да, то есть в конфедерации, либо так. То есть каждая нация, это записано, кстати, в уставе ООН, каждая нация имеет право на самоопределение. Собственно, подтверждаем полностью. Да, в уставе написано, правда, это не работает. Да, ну, или иногда только работает, да. Да, спасибо за ответ. Вполне предсказуемый для меня ответ. Я, в принципе, другого и не ожидал. В принципе, можно сказать, вы являетесь, я являюсь правозащитником, возглавляю правозащитную организацию, и я разделяю ваши такие же взгляды. Все, кто приходит, будучи правозащитником, считаю, что все, кто приходит с оружием оккупировать чужую страну, в соответствии с международным правом, любой человек имеет право защищать эту свою страну, в том числе вооруженным путем. Так что считайте, вы правозащитники тоже, не просто националисты. Спасибо за ответ. Для того, чтобы идти дальше, развиваться в этом направлении, вы должны быть у власти и принимать законы. В идеале, конечно, это было бы, если бы президентом был ваш человек, но ваших взглядов человек. Для того, чтобы помогать там принимать какие-то государственные решения, нужно идти во власть. Я знаю, что пару лет назад вы, Василий, баллотировались, еще много людей баллотировалось, не знаю, ли вы, Вячеслав, баллотировались или нет. Какие у вас успехи и какие у вас планы на будущее? Тут я можу сказати, звісно, успіхи наші менші, ніж того би хотілося, але на відміну від тих людей чи структур, які зараз є владою, ми справді намагаємося збудувати ідеологічну партію. А це процес не одного дня і, як ми бачимо на практиці, навіть не одного року. Звісно, ми були там потужною і залишаємось потужною силовою формацією, тобто все ж таки на сьогоднішній день в нашій орбіті реально тисячі людей, які перейшли фронт тільки в лавах структури правого сектору. Тобто це тисячі людей, в нас більше як 100 людей загиблих у боях. І, власне, ці люди, які пройшли і війну в лавах правого сектору, і пройшли Майдан, бо фактично правий сектор виник як явище на Майдані, тобто під час революційних подій проти президента Януковича, який, власне, встановив тиранію. І оцей потужний, я вважаю, колосальний людський ресурс, оцей досвід ведення боротьби не тільки військовими, але і громадськими і політичними методами, цей ресурс ми поступово трансформуємо в політичну структуру. У нас є, звичайно, деякі плани, які я ще не можу озвучити, які мали би нас трохи підсилити в цьому плані. Та дійсно станом на сьогодні ми маємо десь там невеличкі позиції, скажімо, на регіональному рівні, але на загальнодержавному рівні поки що наш вплив – це є інформаційна акція якась, або інформаційна робота, або, власне, проведення якихось акцій протесту. Станом на сьогодні такий наш політичний рівень, і, власне, він дуже повільно, на жаль, та зростає. І ми працюємо, так як я говорю, для того, щоб цей темп нарощувати, і бачимо реальні перспективи. Из меня плохой переводчик, но все же я буду. Но тут, прежде всего, конечно же, наши успехи, они меньше, чем хотелось бы в политической деятельности. Однако, в отличие от тех структур олигархических, которые есть во власти, мы в настоящее время пытаемся построить идеологическую партию. Это на самом деле непросто и занимает время.
И мы имеем очень сильный силовой блок, через который прошли тысячи людей. Это и Майдан, и война, собственно, на Донбассе. И именно этот ресурс мы пытаемся сейчас трансформировать в такой в общественно-политическую деятельность. Да? То есть это, в принципе, активные люди, и с этим можно работать. Конечно, у нас есть, вот мы баллотировались на местных выборах и на общенациональных, небольшие успехи на местах есть, однако на общем государственном уровне пока все не очень хорошо. Ну, я от себя добавлю, реально это почти невозможно. То есть, когда мы участвуем в выборах, правый сектор имеет фактически финансирование только от членских взносов и очень небольшие пожертвования, которые идут от наших, скажем так, прихильников, да, от наших людей, которые нас поддерживают. Реально олигархические партии даже на эти местные выборы, те же пророссийские партии выкидывали по 350, 400, 500 миллионов долларов. Смысл в том, чтобы даже, у нас нет доступа к СМИ, потому что все СМИ, да, только платные на выборы, они не дают никакой политической рекламы бесплатно. Нет доступа к бигбордам, потому что они контролируются другими политическими партиями, ставленниками и не размещают никого. Ну и, в принципе, и денег нет на проведение какой-то кампании серьезной. Потому говорить о том, что без денег мы в Украине как-то в ближайшее время будем иметь серьезный успех, ну, это очень сложно. Но, однако, в Украине нет политических партий как таковых. Есть проекты, которые под каждые выборы олигархи делают новые лица, Симулякры. новые названия, новые темы. То есть они пытаются один и тот же, ну, извините, лохторат, это вряд ли можно сказать, назвать электоратом, подцепить на новые наживки. Вот. И им это удается, то есть там работают профессиональные политтехнологи, в основном из России, да, где вот российский народ уже такой, скажем, окрученный, да. И, в общем-то, это пока, к сожалению, работает в Украине, и дальше хуже, на самом деле, дальше хуже. В доповнення і завершення цієї теми можу сказати, що існує ще певна така прірва, вона штучно утворена, десь її започаткували ще в Радянському Союзі, і сьогодні наша олігархічна система цю прірву підсилює. Це прірва між суспільством, тобто між нацією і між націоналістами як активною частиною нашої нації. І ця прірва від часу Майдану, вона зменшується, тобто люди все більше розуміють, що націоналісти, хто готові, власне, жертвувати, навіть якщо треба для держави і для нації своє життя, саме націоналісти можуть і мають бути опорою нашої держави. І тому я переконаний, що за рахунок цього зменшення цієї прірви ми поступово приходимо до того, що все ж таки наше суспільство буде об'єднуватися, і це, в принципі, на низовому рівні вже доволі так помітно і доволі вагомо. І наше суспільство буде об'єднуватися навколо ідей, які сповідуємо ми, і тоді, власне, ми зможемо реально боротися за владу і конкурувати з цими олігархічними ресурсами, олігархічними проектами. Я думаю, що питання приходу націоналістів до влади в Україні на рівні президент плюс величезна фракція в Верховній Раді – це десь питання 10-15 років. Станом на зараз ми розуміємо, як треба рухатися, і ми над цим рухаємося. Відповідно, можете побажати нам успіхів. Желаю вам успеха. Сейчас сначала давайте я переведет, да, и я скажу. В дополнение можно сказать, что еще со времен, я бы сказал, старого времени, СССР и так далее, существует серьезный разрыв между, собственно, народом, нацией и националистами. Это вот есть. И сейчас, особенно после Майдана, вот этот разрыв, он уменьшается. И мы считаем, что, возможно, за счет этого уменьшения общество все больше будет объединяться вокруг идеи, да, вокруг идеи, собственно, национальной идеи. И таким образом вопрос прихода националистов к власти
То есть мы движемся, делаем и знаем, что делать, и делаем. То есть к власти это иметь, ну, скажем так, какое-то большинство, возможно, президента, но это вопрос 10-15 лет, если она будет двигаться дальше, так, я считаю, это немного даже оптимистично. 10-15 лет, и тогда, возможно, все у нас выйдет, и, соответственно, вот пожелайте успехов вот в этом направлении, чтобы это все было реализовано. Конечно же, я вам желаю успеха. Я очень надеюсь, что патриотичные люди, любящие свою родину, свою нацию, свой народ, люди, без которых не существует никакой нации. Можно посмотреть любую, взять Америку, Германию, Францию, да любую страну. Нация, у которой нет героев, которые жертвовали жизнями, это высшее, да, что может человек отдать, здоровьем, временем и так далее, свободой. Без этих героев не существует ни истории этой нации, ни истории этого государства. И что бы кто ни говорил, конечно же, такие люди – это те люди, которые ведут народ дальше, да, и для развития этого государства, этого народа, этой нации. И народы, которые потеряли этих героев, или народы, в которых они уже не появляются, не взращивает народ этих героев, то этот народ бывает приложением к какому-то другому народу, и он становится в конце концов в зависимости, остается в зависимости. Конечно же, я бы сказал, кстати, что вот российская пропаганда, она среди других народов как раз культивирует вот такую меньшестоимость, да, что вот мы русские там великие, а все остальные народы как бы прилагаются к нам, да, они пытаются запрещать национальные языки, они их не преподают в институтах, да, то есть, и так далее. То есть, они сами себя назвали некими великороссами, а все остальные по умолчанию как бы меньше. И этому, конечно, необходимо сопротивляться абсолютно любому народу и на всех уровнях. Абсолютно с вами согласен, совершенно верно, конечно же, и только вместе мы можем выстоять, только вместе, и в этом нет никакого сомнения. Я надеюсь, наша коммуникация, наше общение продолжится, и мы будем более тесно развивать, привлекать другие народы, других людей в наш союз, которому еще предстоит сформироваться, обязательно который будет. Но я бы хотел сейчас вернуться к ситуации с чеченцами, и не только с чеченцами, с санкциями против людей, которые проживают в Украине, и которым грозит депортация или выдворение в другую страну, или даже в Россию. Кроме батальона шейха Мансура, со мной связались другие чеченцы из диаспоры чеченской. Конечно же, речь, опять же, не идет об агентуре, об этих людях. Я наводил справки перед тем, как за кого-то заступаться. Я вынужден, раньше достаточно было слова чеченца, теперь же вынужден проверять, смотреть, так как ситуация очень нехорошая возникает, да, и поэтому тоже я вам задам, по этому поводу я вам тоже задам вопрос, потому что в националистических кругах, в каких-нибудь таких кругах тоже действует агентура, да, и вот религиозных, ваххабистских кругах она действует. Ну, это просто надо отдельную тему, видео, просто отдельный стрим делать на эту тему, обсуждать, потому что у нас очень большой опыт. Мы не понаслышке все это знаем. И, конечно же, у вас он тоже уже имеется. И вот со мной связались люди: Исаев, Саитов, Тадаев, Шатов, Каимов, Амагов. Эти люди не являются агентурой, по моим данным. Я их проверял как только мог. И эти люди, кто-то из них защищал Ичкерию с ранениями, их собирали по частям ваши врачи в ваших госпиталях, у них дети выросли, родились, учатся в университете и так далее, и так далее. И если они совершили преступление, опять же мы об этом говорим, судите их там, где они совершили. Это соответствует и праву, и морали.
соответственно, потому что если они совершили преступление против Украины и на юрисдикции Украины, они должны нести наказание в соответствии с украинским законодательством, о чем они сами и требуют, и просят. Вот в связи с этим вопросом, что вот какая, ну, не прибегая еще пока к таким уличным акциям, какая работа проводилась или собирается проводиться вами, и готовы ли вы коммуницировать с этими людьми, как-то, ну, помогать людям, которые завтра окажутся или уже они являются вашими побратимами, некоторые из них военными, ну, боевыми побратимами. И будет ли такая работа, Василий, скажите, пожалуйста. Ну, дивіться, я думаю, що я не розкрию таємницю, якщо скажу, що ми маємо певну інформацію і з боку влади, тобто від людей, які, ясно, що це не є там персонально склад РНБО, але це люди, які у владі близькі, власне, до тих людей, котрі входять в склад РНБО. І маємо з тої сторони якраз чітке розуміння, що цей фінанс, він потужно вплинув, і нікого все ж таки депортовувати, тобто віддавати Росії, нікого наша влада не знає. Будемо, звичайно, сподіватися, що все ж таки Зеленський, котрий в нас президент, ну, тобто, що це не його ініціатива, і що він, власне, не розібрався, то все ж таки там список людей великий. Я сумніваюся, що він мав можливість по кожному там перепитати, переуточнити і так далі. Але я думаю, що нам спільно всім разом в цьому нашому активному суспільству треба підняти питання, власне, хто все ж таки винен в тому, що люди, які, ну, як і ви говорите по цивільних, тобто про тих, які не зараз, не в цій війні приймають участь, і, власне, ті люди, які в тому числі і зараз беруть участь у війні, хто винен в тому, що ці всі люди опинилися якраз в цьому списку? Бо це ключове питання. Тобто, якщо це хтось конкретний, то треба тоді відповідні спецслужби мають визначати, чи це людина здійснювала за якісь хабарі, а це людина дійсно здійснювала з якихось ідейних міркувань або виконуючи завдання спецслужб Російської Федерації. Це ще зовсім інша історія. Тому, власне, я думаю, що нам треба подумати, яким чином активно піднімати оце питання. Чи можемо ми якимось чином сприяти тим людям, які внесені в список? Я думаю, що тут я станом на зараз не готовий дати відповідь, чи так, чи ні. Тут треба окремо розбиратися, і я станом на зараз не володію достатньою інформацією і навіть, в принципі, повноваженнями, аби я зараз це заявив. Тому десь окремо ми можемо по цьому питанню комунікувати, спілкуватися, не в прямому ефірі, звісно. Я думаю, что не раскрою тайну, что мы имеем информацию, собственно, от людей, которые находятся там, не в самом РНБО, с НБО во власти, которые есть, да, и мы получаем, в общем-то, информацию. Никого на самом деле отдавать России не будут, то есть этого не будет, и мы считаем, что мы надеемся, что это не инициатива Зеленского. Зеленский не может перепроверять, да, все списки, которые туда дают, то есть это кто-то из окружения, и сейчас нам необходимо поднять как раз вопрос, кто виноват, что люди, чеченцы, которые воевали, а также гражданские, которые не воевали, да, оказались вообще в этих списках. То есть здесь же вопрос, почему это коррупция или эти люди выполняли непосредственно задания Российской Федерации по такой дискредитации и по таким действиям. Безусловно, что мы сейчас не можем ответить конкретно по людям, которые оказались в списке. Мы не разбирались, не изучали по каждому конкретно, однако мы можем по этому вопросу коммуницировать, просто не в прямом эфире там отдельно, и отдельно находить общий язык и сотрудничать по этому вопросу. Это вполне реально.
Отлично, так и это будем делать. работать. Обязательно. Вот мне тут комментарий, у нас прямой эфир. Обычно я очень постоянно читаю вопросы своих зрителей, своих товарищей, своих соратников, с которыми мы уже долго ведем эту деятельность. Вот Хамзат Гилаев задает вопрос. Аслан, задай им вопрос, когда Украина официально признает Чеченскую республику Ичкерия? Вот вам вопрос на засыпку. Коли кандидат від правого сектору виграє президентські вибори, і фракція правого сектору буде становити монобільшість в Верховній Раді. Когда да, наш кандидат выиграет выборы, и, собственно, наша фракция будет стать большинством. Но до этого, я еще раз хотел бы вот напомнить, что у нас огромная во власти часть, она как бы пророссийская, она руководствуется бизнес-интересами, агентов влияния огромное, и, безусловно, вот при текущей власти этого не будет. Да, конечно, при текущей власти мы видим, что этого точно не будет, так как если бы это было бы, то, по крайней мере, батальон шейха Мансура не попал бы в санкционный список, как минимум. Это было бы. Ну і треба пам'ятати, що все ж таки і ця, і, власне, як і попередня влада не наважилися розірвати дипломатичні відносини з Росією, незважаючи на те, що Росія здійснила відкриту збройну агресію. Це якраз яскравий показник. Тобто та влада, яка розірве відносини з Росією, не тільки дипломатичні, тому що між нашими державами величезний товарооборот, тобто це торгівля, власне, без якої ми можемо, звичайно, це там не за день, не за два, але без якої ми можемо налагодити процеси і переорієнтуватися на співпрацю з іншими державами за буквально там рік-два часу. І це все можливо, але знову ж таки наступаємо на граблі оцього олігархічного впливу, корені якого в тому числі і мають таке міцне підґрунтя в російських економічних інтересах. Надо помнить еще, что ни предыдущая власть так и не смогла разорвать дипломатических отношений с Российской Федерацией, несмотря на агрессию. То есть, и, соответственно, пока эти отношения не будут разорваны, а речь идет не только о дипломатических отношениях, речь идет о торговых отношениях в том числе. И, в принципе, нет никаких существенных проблем разорвать торговые отношения. Да, это может быть очень такой временный удар по экономике, но за несколько лет это абсолютно полностью восстанавливается. Я чуть-чуть добавлю, что те предприятия, которые потеряли рынки в России, они удачно нашли новые рынки на Ближнем Востоке и в том числе в Китае. Да, это прежде всего сыры, молочные продукты и так далее. Я вот просто от себя чуть-чуть. Смотрите, прирост среднего класса в Китае составляет около 50 миллионов человек в год. Это прирост среднего класса, это потребители, которые хотят есть не зерно, а уже, например, молочные переработанные продукции. Это больше, чем всего среднего класса в России на самом деле. То есть, грубо говоря, это просто надо решиться. И вот сейчас, да, вот и пока эти отношения не будут разорваны, соответственно, никаких вот посылов о признании Чеченской республики, не только Чеченской, и других, да, каких-то территорий, пока не приходится об этом говорить. То есть сами не можем. Я полностью согласен. И с этим, вот знаете, возникает ситуация, когда в Крыму Россия начала выдавать паспорта. И тогда мы очень много писали, говорили признать чеченские паспорта. Здесь у нас правительство за рубежом Чеченской республики Ичкерия выдает паспорта, чеченские паспорта. И как бы хотелось бы, да, чтобы хотя бы в отместку, потому что Украина, без сомнения, защищаясь, победить невозможно. Вот все время защищаясь, особенно на своей территории, победить невозможно, хотя работа ведется, дипломатическая ведется, вам очень много помогает весь мир, без преувеличения, вам очень много людей помогают, сочувствуют, сопереживают за вас, за Украину. И вот хотя бы начать с чего-то малого, например, там, можно ли как-нибудь вот так взаимодействовать?
в этом направлении? И есть ли какие-нибудь такие у вас возможности, чтобы нанести, скажем так, ответный удар России? Ну, я думаю, тут буде хіба співпраця на низовому рівні, так як ми і раніше говорили, тобто на рівні між окремими громадянами, окремими організаціями, окремими рухами, тому що все ж таки, ну, поки олігархічна влада буде ну, фактично біля корита, бо для них це корито, як для свині, з якого вони просто банально ну, набивають собі кишені, набивають собі животи в переносному значенні цього слова. Тобто їхнє призначення цієї влади, ну, якого іншого одноразового предмета, бути покористованими олігархатом цим і тим відповідно відійти в сторону. Але я наголошую, що все ж таки Майдан і війна, вони приносять колосальні зміни в суспільство. Народ поступово прокидається, молоді люди, які ще власне, бо я вже відношу себе навіть до середнього віку, мені 30, а я бачу по малих, які власне там пішли в школу, коли був Майдан, вони зараз власне якраз там вже в старших класах. Це якраз це покоління росте, яке не буде миритися з будь-якою несправедливістю, бо все ж таки там моє покоління ще таке собі, старші люди, вони ще більш придатні, бо вони пам'ятають там цей совок, це правило нікуди не лізти, нікуди не всовуватися, все держава за вас вирішить, влада все вирішить і так далі. Молоде покоління, яке зараз підростає, це власне є те покоління, яке принесе нашій державі успіх. І я реально вірю в Україну. Я вірю в те, що ми всі разом зламаємо цього монстра Московську імперію. І я вірю, що в недалекому майбутньому при нашому житті відбудеться Чеченська Республіка Ічкерія. І нашому побратиму Сашку Білому, десь там в Грозному, може не на самій центральній, а на якійсь все одно важливій вулиці, буде встановлено пам'ятник. Книга про Сашка Білого, в якій, власне, я деталізовано дізнався при підготовці цієї книги про його роль, в тому числі у вашій війні, власне, з підрозділом українців. Тому якось так, боротьба і тільки боротьба приведе до свободи. І я тут дійсно погоджуюся з вами, що не тільки боротьба на нашій території має бути. Тому, власне, як тільки націоналісти прийдуть до влади, то, звісно, наші спецслужби активно почнуть працювати і в тилу нашого окупанта. Деякі успіхи, вони фактично у 2014-2015 році в таких речах вони здійснювалися, і там нашим службам розвідки приписують деякі там вибухи складів боєприпасів, там різних там ешелонів з військовою технікою по Ростовській області і так далі. Тому, власне, Росія не така сильна, як вони самі про себе говорять, і, власне, і чеченський досвід можна використовувати, і вже наш, фактично свіжий, оновлений досвід можна і треба використовувати, і цим разом цього монстра добивати. Ну, прежде всего, тут я думаю, что тут может быть сотрудничество прежде всего вот по этим вопросам на низовом уровне, это между конкретными людьми, между конкретными организациями, да, объединяться там ряд организаций, потому что, пока текущая ситуация с олигархической властью существует, скажем так, они думают только о своих животах, да, как набить побольше, украсть денег, и такие вопросы они вряд ли будут решать, потому что это им как бы вредит, да, это портит отношения с Россией, соответственно, это просто невыгодно. Вот. Но, однако, сейчас, после Майдана и войны, подрастает новое молодое поколение. Новое молодое поколение, оно уже совершенно иное, чем те, которые были вот раньше, там, чем наше поколение, чем более старше, чем там среднее поколение, которому принадлежит Василь. И вся надежда, что, это
по факту тренд есть, они другие. И вся надежда на молодое поколение, которое изменит эту ситуацию полностью. Я верю, что при нашей жизни еще будет независимая Чечня и Республика Ичкерия. И там в том числе нашему побратиму, это Сашко Белый, который воевал в Чечне, собственно. Вот, да, мы издали недавно книгу. По его теме будет тоже там поставлен памятник, да, как-то чеченский народ в том числе не забудет и про его достижения. Ну, и можно говорить о том, что с вами согласны, что действительно надо воевать не только на нашей территории, но и переходить, собственно, к врагу там в тыл, да, где-то работать там по тылам. Есть определенные вот успехи, были успехи в 2014-2015 году, когда удавалось в том числе действовать на территории противника, в Ростовской и других областях, и там, скажем так, ну, без подробниц, достигать определенные успехи. И именно поэтому исключительно в борьбе, ну, нашей борьбе, вашей борьбе, я думаю, успехи вот здесь и заключаются. Да, по поводу Сашко Белого, Александра Музычка и про других защитников чеченского народа, чеченского государства, некоторые, которые погибли на нашей земле после Первой русско-чеченской войны. В честь них были названы имена. Сашко Белого, я уверен, тоже будут названы. Имеется в виду в честь погибших, родственникам и сиротам вот этих добровольцев нашей властью Чеченской Республики Ичкерия в межвоенный период, правда он продлился всего лишь 2 года, была назначена пенсия и выплачивалась эта пенсия, но вот в связи со Второй войной русско-чеченской, к сожалению, это тоже прекратилось. Конечно же, мы чтим своих героев, своих защитников, будем чтить всегда золотыми буквами. Эти люди вписали в историю чеченского народа свои имена, и никогда мы этого не забудем. Большое им спасибо, низкий поклон их матерям, которые вырастили таких сыновей. До речі, перебив вас, але така ремарка. Було 2 спроби передати вже Сашку Білому, коли він був вже в Україні, нагороду, якщо правильно вимовляю, Кьоман Турпал, Герой нації. Да. І 2 спроби були провалені, бо фактично російські спецслужби працювали і 2 рази спрацювали на те, щоб Сашко цю нагороду в руки не отримав. Да, На жаль. Было 2 попытки передать, собственно, награду Герой нации. Я вот, к сожалению, не смогу по-чеченски сказать, как она называется. И 2 попытки, да, и 2 попытки, к сожалению, спецслужбы ФСБ, да, будем говорить откровенно, СБУ, это было в какой-то степени полуфилиалом ФСБ, и 2 попытки были провалены. Так он не смог при жизни, во всяком случае, получить. Да, у нас совместная история, и вот она и раньше она у нас была, и во время Голодомора, и мы находили приют, и вы у нас находили приют, и вы нас защищали, и мы вас защищали. И у нас есть история, хорошая история, на которой мы можем выстроить здоровые, честные, дружеские отношения, которые нам необходимо выстроить для, ну, как минимум, если мы имеем инстинкт самосохранения, не говоря уже о других вещах, потому что Россия не отстанет от вас, она не отстанет от нас никогда, потому что для России завоевать, оккупировать чеченцев, это как минимум показать свое, ну, даже силой, свое моральное превосходство, да, в военном плане, если они нас одолеют. Вас же не только в этом плане им нужно, и у вас и их история, у вас ваша история у них. Без вас они перестают существовать в принципе.
Поэтому им все нужно переписывать. Им надо или к честной истории возвращаться, ну или брать какую-нибудь другую историю у кого-нибудь другого. Это очень накладно. И 300-400 лет они занимались подтасовками. Поэтому от вас они не отстанут, в этом я не сомневаюсь. И вы это тоже знаете прекрасно. Факт. И это очень хорошо, что вы это понимаете. Будем бороться. Друзья, спасибо, что сегодня стрим наш заканчивается. Я думаю, у нас это будет не последний разговор, я уверен в этом. Спасибо вам, что согласились ответить на мои вопросы. Спасибо, что приняли участие. И желаю вам удачи, сил и, как говорится, слава Украине. Героям слава. Но я бы хотел пожелать удачи и сил не только нам, а вообще нам всем. Как бы на самом деле так получилось, что борьба, в общем-то, общая. И, об этом и речь. И что говорить, ничто так, наверное, не объединяет народы, как общий враг. Ну, это просто исторически так сложилось. Да? И я уверен, что когда вот этого момента не будет, то тогда вот на основании общей истории, которая уже есть, истории борьбы и вашей, и нашей, Да. я думаю, что отношения между народами просто обязаны быть теплыми, хорошими и дружескими, по-настоящему братскими, а не вот это придуманное некое братство, да, там, русскими. Нет, это история борьбы, это история дружеских отношений, история войны и все, что нас объединяет. Надеюсь, это не забудут и будущие поколения. Это как-то надо будет во все учебники истории, как чеченские, так и в украинских, писать. Обязательно, обязательно. Це дуже важливо. А я хотів би додати, що, власне, я дякую всім представникам вашого народу, які в тій чи іншій мірі підтримували і зараз підтримують, і будуть підтримувати нашу боротьбу. І я дійсно, так як ми говорили, вважаю, що між нашими народами має бути дуже тісна співпраця, і в майбутньому між нашими державами буде тісна співпраця. І за це ми сьогодні ведемо боротьбу. І десь от я сьогодні в такій футболці, на якій написано, сподіваюсь, видно, за вашу і нашу свободу. От ведемо боротьбу за вашу і нашу свободу, і в майбутньому будемо мати успіх. Дякую всім, хто дивився, дякую всім, хто подивиться в записі. Я, до речі, з вашого дозволу викладу це відео ще і на свій канал. Okay. Тому, власне, користуюся нагодою і закликаю тих людей, які будуть на моєму каналі дивитися, щоб вони... Я дам посилання на канал Реаліті, щоб ви мали також розуміння того, в якому стані боротьба чеченського народу. І, власне, можливо, ви якимось чином хочете також підтримувати не лише українців, а й чеченців в їхній праведній боротьбі. Дякую. Спасибо. Дякую. Я переведу. Я хотел бы добавить, что выражаю огромную благодарность всем представителям вашего народа, которые поддерживают нас в эти нелегкие времена. И я надеюсь, что будет у нас в будущем очень тесное сотрудничество. И, собственно, за это мы и ведем, в общем-то, вместе борьбу. Ну и, безусловно, Василий оставит линки на ваш канал у себя, вы, надеюсь, у него, для того, чтобы люди могли как бы лучше это, больше видеть, лучше понимать, как бы и украинская аудитория, и чеченская аудитория. Это очень важно, на самом деле. Да, полностью согласен. Спасибо вам большое, парни. Спасибо. Всего самого хорошего. Прощаюсь со всеми своими зрителями. Смотрите на канале у Василия и на нашем канале. И это видео, и следующие видео тоже. Всего самого хорошего, друзья. До свидания. Всего наилучшего. До свидания. Все, до свидания. Ну, из меня переводчик на самом деле не самый лучший.